Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, передача про авто 14, где мы обсуждаем, поднимаем темы, которые касаются правил дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас по традиции ждет много интересной и полезной информации. Итак, в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Соблюдают ли водители междугородних маршруток правила пассажирских перевозок? Самоходные машины. Что это такое? Как их поставить или снять с учета? Что нужно, чтобы вступить в наследство на автомобиль, продать его, купить и оформить? Что означает знак «жилая зона» и какие ограничения для водителей на придворовой территории? Повторение мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит путешественник и автоблогер Игорь Ермаков, Эркин. А в начале нашего выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 12 по 18 июня зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 15 человек, в том числе пострадали двое несовершеннолетних. Так, 15 июня 62-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan March на 690-м километре автодороги Лена, неправильно выбрав скорость, не справилась с управлением и в результате допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии каретой скорой помощи в медучреждение были доставлены два пассажира легковой машины. Мужчина в момент ДТП находился на переднем пассажирском сидении и ребенок 2 лет. Оба получили ушибы. Мужчина был пристегнут ремнем безопасности, а малыш находился в удерживающем устройстве. В ходе проверки также было установлено, что женщина-водитель имеет стаж вождения 12 лет. В момент аварии была трезва, пристегнута ремнем безопасности и травм не получила. 16 июня в дежурную группу батальона ДПС поступило сообщение от оператора скорой помощи о том, что на перекрестке улиц Дзержинского-Кальвица произошел наезд на пешеходов. Сотрудниками госавтоинспекции на месте происшествия было установлено, что около регулируемого перекрестка улиц Дзержинского и Кальвица водитель автомашины Isuzu Эльф при повороте совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда девушка отделалась испугом, а вот более старшей из женщин повезло значительно меньше. Медики диагностировали у нее закрытый внутрисуставной перелом руки, растяжение мышц шеи, ушиб грудной клетки и госпитализировали в республиканскую больницу номер 2. 18 июня 44-летний мужчина, управляя мотоциклом без государственного регистрационного знака, двигаясь со стороны Чурапчинского района в сторону Мегино-Кангаласского района, на 98-м километре федеральной автодороги Колыма выбрал небезопасную скорость движения, не учел дорожные условия и совершил наезд на теленка, который переходил проезжую часть дороги. Наезд на животное был совершен в зоне действия предупреждающего знака 1.26 «Перегон скота». В результате ДТП теленок погиб на месте происшествия. Мотоциклиста с полученными травмами различной степени тяжести госпитализировали в районную больницу, а его пассажира поместили в реанимацию. Также установлено, что водитель мотоцикла не имеет водительского удостоверения. В момент ДТП он и его пассажир не имели мотошлема и других защитных средств. В ходе проверки у водителя выявлен факт состояния алкогольного опьянения. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих любителей пьяной езды, но и ни в чем не повинных людей. Согласно статье 12.8 Кодекса административных правонарушений за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Также санкции предусмотрены для водителей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. А мы продолжаем. Тракторами в нашей республике никого не удивишь. Эти транспортные средства выполняют самую разную работу, принимая участие в том числе в строительстве дорог и других сооружений, в сельском хозяйстве, ремонте коммуникаций, аварийно-спасательных операциях. Многие люди не задумываются о юридической стороне вопроса, то есть к какой категории техники относятся трактора. Тем, кто работает в данной сфере, обязательно необходимо знать, что такое, согласно законодательству, самоходная машина и приравнивается ли к таким машинам трактор.
Под самоходными машинами с юридической точки зрения понимаются тракторы, дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 кубических сантиметров или с максимальной конструктивной скоростью более 50 км в час. К этой категории можно отнести вездеходы, снегоходы, аэросани, строительную, сельскохозяйственную, дорожную технику, самоходные машины высокой проходимости и тому подобное. То самоходные машины больше предназначены не для передвижения, а для выполнения определенных работ. Поэтому они регистрируются в органах Гостехнадзора. Гостехнадзор Республики Саха-Якутия у нас состоит из 19 инспекций. 5 инспекций у нас являются межрайонными, в ведении которых находится 17 районов, в которых отсутствуют у нас инспекции Гостехнадзора. В районах, которые отсутствуют инспекции Гостехнадзора, у нас инспектора из 5 районов, межрайонных инспекций выезжают на командировки 1-2 раза в год. Управление самоходной техникой при движении по проезжей части подчиняется общим требованиям ПДД. Соблюдение скоростного режима, внимательность на дороге, выполнение требований знаков и светофоров. Исключением считаются автомашины, занятые на определенных работах на дороге. Самоходные машины можно поставить на учет после приобретения в течение 10 дней с момента покупки. Это как составили договор купли-продажи, либо любой документ, на основании которого приобретена техника. И снятие техники производится по 2 причинам. Это по причине отчуждения, смены собственника, владельца техники, либо по утилизации, то есть это его списание. Снятие с учета у нас происходит при отчуждении, при продаже и других случаях со сменой собственника, то техника предоставляется обязательно к осмотру, и также предоставляются документы по изменению собственника, именно основополагающие. На специализированных курсах можно получить соответствующие категории на право управления самоходными машинами. По окончании обучения и сдачи экзамена выдаются документы об образовании, они необходимы для сдачи государственного экзамена инспекции Гостехнадзора на право управления самоходными машинами. В ПДД правила перевозки пассажиров выделены в отдельный раздел, который называется «Перевозка людей». Заметим, что речь идет именно о пунктах правил дорожного движения, которые должен соблюдать водитель транспортного средства при перевозке пассажиров. Но нам кажется, об этом должен знать не только водитель, но и, конечно же, сами пассажиры. Более подробно об этих правилах нам расскажет инспектор по особым поручениям отделения технического надзора ГИБДД Республики, капитан полиции Дмитрий Стручков. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Каким требованиям должен соответствовать автобус, предназначенный для перевозки пассажиров? Автобус и как другое транспортное средство, допущенное в участии в дорожном движении, должен соответствовать техническому регламенту Таможенного союза безопасности колесных транспортных средств за номером 877 от 2011 года. Также автобус должен регулярно проходить технический осмотр. Угу. А какие существуют требования непосредственно к самому водителю? Водитель должен иметь соответствующую категорию. Категория D – это более 8 пассажирских мест. И возраст старше 20 лет. Угу. А кто в целом может заниматься пассажирскими перевозками и легко ли получить лицензию на подобные перевозки? Коммерческими перевозками пассажиров могут лица, получившие соответствующую лицензию. Порядок предоставления соискателям лицензии, заявлений и документов, необходимых для получения лицензии, определен статьей 13 Федерального закона 99 от 4 мая 2011 года о лицензировании отдельных видов деятельности. Лицензию на перевозку пассажиров выдает Ространснадзор. Угу. А кто и как контролирует нелегальные перевозки пассажиров? Кем это контролируется? Контроль на дороге осуществляют должностные лица органов внутренних дел, а также должностные лица Ространснадзора. Угу. А если что касается пассажиров, да, сколько их должно быть непосредственно в транспортном средстве? Пассажировмещаемость в автобусе определена заводом-изготовителем.
То есть не больше данного Не числа. больше указано заводом-изготовителем. Мгм. Не все автобусы оснащены, например, ремнями безопасности. Какой штраф предусмотрен в этом случае? И что скажете про те автобусы, в которых пассажиры перемещаются, например, стоя? Во внутреннегородских и пригородных маршрутах допускается перевозить пассажиров стоя. Если же транспортное средство в соответствии с постановлением правительства более 50 километров имеется населенный пункт, куда они не едут, это уже будет назвать междугородние, и автобусы уже должны быть оборудованы ремнями безопасности. Стоячих мест там не должно быть. Мгм. И все-таки, если, например, пассажиры не пристегнуты, да, ремни безопасности есть, какой в этом случае штраф? За данное нарушение на водителя составляет 1000 рублей по кодексу административных правонарушений. Мгм. Например, места для пассажиров в автобусе не были оборудованы ремнями безопасности изначально, да, то есть, например, с завода. Водитель хочет поехать на нем в другой регион России. Может ли он перевозить людей на таком автобусе и что ему грозит, если нельзя? Нет, запрещено перевозить междугородное сообщение стоя. Там также санкция 1000 рублей на водителя. Мгм. Например, пассажиры все равно сидят, но изначально не предусмотрены, допустим, на сиденьях ремни безопасности. Такие движения запрещены. Тоже запрещено. Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности. Дмитрий, я знаю, что в эти дни в республике происходит операция, как раз связанная с пассажироперевозками. Можете телезрителей с ней познакомить? Да, по республике ведется профилактическое мероприятие «Автобус», где совместно с Роснадзором госинспектора проверяют водителей, техническое состояние транспортного средства, наличие лицензий, документации, правил прохождения технического осмотра транспортных средств, а также соблюдение правил дорожного движения. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был инспектор по особым поручениям отделения технического надзора ГИБДД Республики Дмитрий Стручков. Спасибо вам. Всем до свидания. Получая в наследство машину после смерти родственника, некоторые полагают, что могут сразу же использовать ее по назначению. Чаще всего это заблуждение объясняется уверенностью, что наследнику, вписанному в завещание, автоматически переходит право собственности на транспортное средство. Однако, согласно действующему законодательству, требуется переоформление автомобиля по наследству в ГИБДД. Новый собственник может эксплуатировать транспортное средство только после совершения целого ряда действий. Согласно гражданскому законодательству Российской Федерации, гражданин, получивший в наследство автомашину, по истечению 6 месяцев идет в нотариальную контору, открывает наследственное дело, и ему выдают свидетельство о праве наследования. Также человек получает по наследству, по завещанию. Гражданин подходит в регистрационное подразделение госавтоинспекции. Согласно статьи 15 Федерального закона 283 также сдает документы на регистрацию, постановка на учет в связи с получением наследства данную автомашину. Проходит такой же этапы проведения, осмотр, свидетельство о праве наследования приносит, страховку, обязательное страхование гражданской ответственности, оплачивает госпошлину и сдает документы на регистрацию автотранспорта по наследству. Плюс проходит техосмотр и осмотр сверху номерных агрегатов возле госавтоинспекции. А техосмотр проходит в технических пунктах экспертов. За что можно получить штраф буквально во дворе собственного дома? Во-первых, за превышение скорости. Во-вторых, за превышение нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах, либо нормативов уровня шума. За нарушение в парковке, за повреждение клумб, деревьев, кустов и за ремонт и мойку машины рядом с домом. Автомобилист может получить штрафы не только за неаккуратное вождение на дороге, но и нарушающий закон поведения во дворе. Далее мы расскажем, какие штрафы и за что можно получить. Итак, нельзя парковаться на газонах, не предназначенных для размещения автомобилей местах, в непосредственной близости у подъездов так, чтобы автомобили перекрывали вход и выход. За такую парковку можно получить штраф 3000 рублей.
А за парковку на детской или спортивной площадке полагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если автомобиль повреждает зеленые насаждения, также положен штраф, и в этом случае он может быть немаленьким – 4 тысячи, 4,5 тысячи рублей. Согласно правилам дорожного движения, жилая зона отмечается дорожными знаками 5.21 и 5.22. То есть в жилой зоне имеют преимущество пешеходы, но опять же пешеходы не должны создавать помех участникам дорожного движения, то есть водителям транспортных средств. Если водитель съезжает с дороги, он должен пропустить велосипедистов и пешеходов. При этом неважно, в каком направлении велосипедисты или пешеходы движутся. Ну и хотелось бы еще раз напомнить водителям, при движении в жилой зоне вы должны соблюдать безопасную скорость движения, которая ограничивается до 20 км в час. Когда автомобиль выезжает с примыкающей территории, он должен уступить дорогу всем участникам движения, при этом неважно, как они движутся, в том числе велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности. Зачастую водители сталкиваются с такой ситуацией, когда при въезде на территорию двора встречаются две машины, которые двигаются в противоположных направлениях, а разъехаться не позволяют узкие въезды на территорию двора. И тут закономерно возникает вопрос, кто кого должен пропустить. В этом случае нужно опять же не забывать про правила дорожного движения, нерегулируемых перекрестков, то есть равнозначных дорог. Тут уже нужно будет водителям, которые едут в прямом направлении, и если вы замечаете то, что машина и выезжает с правой стороны, то вы должны уступить дорогу водителю с правой стороны. С удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрике, где горожане, жители нашей республики проверяют свои знания правил дорожного движения. И по традиции наш тест состоит из 10 вопросов. И сегодня ответит на них путешественник-автоблогер Игорь Ермаков, больше известен как Эркин Питерский якут. Игорь, приветствую. Приветствую, да. Здравствуйте всем. У нас традиционный вопрос. Сколько лет у тебя водительский стаж? Ну, на самом деле, автоблогер, это, я считаю, что громко сказано, потому что я, считаю, начал автоблогерствовать, когда даже толком еще ездить там, ну, стаж у меня большой в плане имения прав, то есть я сдал на права там лет уже 13, наверное, назад. Сейчас у нас будут 10 вопросов, они будут на этом экране. Первый вопрос. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам? Варианты ответов. Автобусы, в том числе школьные. Второй вариант. Автобусы, троллейбусы, трамваи, используемые при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. И третий вариант. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров и багаж, движущиеся по маршруту с остановками. Я думаю, все-таки два считается. Ответ. Вариант номер 2. Принято. До какого места действуют требования данного знака? Варианты ответов: до ближайшего по ходу движения перекрестка. Второй вариант: до места установки знака конец зоны с ограничением максимальной скорости. И третий вариант: до конца населенного пункта. Второй, скорее всего, если это Вариант зона. номер 2. Наверное, зона должна и кончиться. Принято. Да. Следующий вопрос. Обязаны ли вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота? Вариант номер 1 – обязаны. Второй вариант – обязаны только в темное время суток. И третий вариант – не обязаны. Не, ну обязан всегда в любом маневре водитель, по-моему, Вариант номер 1. предупреждать других участников. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Варианты ответов: обязаны. Второй вариант – не обязаны. Зеленая стрелка, значит, я могу проехать. Когда он разворачивается, я у него становлюсь помехой справа, значит, он меня должен пропустить. Ну, наверное, ответ 2. Вариант номер 2. Да. Хотя главное не торопиться. Ну ладно, здесь я потороплю все. Да. Следующий вопрос. В случае остановки на подъеме, спуске при наличии тротуара можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля, повернув его передние колеса в положение. Варианты ответов: А и Г. Второй вариант – Б и В. Третий вариант – А и В. Четвертый – Б и Г. Здесь вот смущает, я немножко забываю знак вот подъем и спуск, именно с какой стороны он обозначается. Но, по-моему, это считается подъемом. Значит, вариант А, наверное, это когда машина на спуске стоит, колеса повернуты в сторону. То есть, если катится, она должна упереться. И если она на подъеме стоит, то тут вариант В. Тоже она должна как бы упереться. Получается А и В, да? Да. Вариант. Да. Правильно?
Так, вариант номер 3. Пусть будет так. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Варианты ответов только А и В. И третий вариант все. Это вообще рекомендательный знак, по-моему, квадратный синий. Рекомендуется движение легковых средств, но до 3,5 тонн, если, то он, мне кажется, тоже в этой же категории, по-моему. Б — это кирпич, да, здесь вообще, по идее, нельзя ездить, кроме там чего-то там, инвалиды, по-моему, было, что-то такое. Но здесь это не относится к вопросу. И грузовик, запрещено грузовым транспортным средствам, по-моему, этот знак имеется в виду до более 3,5 тонн. Соответственно, как из знаков разрешают А и В. Пускай будет Вариант так. номер 2. Да. Принято. Так, следующий вопрос. В каком из указанных мест вам разрешено пересечь сплошную линию разметки и остановиться? Варианты ответов А и Б. Второй вариант только Б. В указанных местах пересекать сплошную линию разметки запрещено. Это за город. Тут одностороннее движение, 2 полосы в одну сторону. В каком из указанных мест вам разрешено? Я думаю, что это разрешено только вот справа. Там я плохо вижу, это вариант Б. Б. Только Если Б. справа, да? Только Б. Да. Только Б. Вариант номер 2. Пускай здесь будет. Принято. Следующий вопрос. Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном месте? Варианты ответов должны. Должны только с заездом на тротуар. И третий вариант не должны. Да, должен, по идее, они могут остановиться в любом месте, насколько я помню. То есть я должен подчиняться требованию от инспектора. Тогда вариант номер 1. 1, да, должен. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам развернуться в этом месте? Варианты ответов можно. Можно только в светлое время суток. И третий вариант нельзя. Так, по идее, у нас, когда ограниченная видимость это 100 метров считается, здесь 300 метров до искривления дороги, то есть поворотов. Соответственно, 300 метров можно, линия прерывистая. Здесь еще сплошная не началась. Я думаю, что можно, да, вариант. Первый. 1, да. Вариант номер 1. Принято. Следующий вопрос. Последний. В данной ситуации вы, варианты ответов, должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на подъем. Вариант номер 2. Имеете право проехать первым, так как вы движетесь на спуск. И третий вариант. Имеете право проехать первым, так как препятствие находится на полосе движения встречного автомобиля. Ну да, на подъем, по идее, мы уступаем. Если я ничего не путаю. Да, 1, пускай будет вариант 1. Первый вариант. Хорошо, принято. Это был последний 10-й вопрос. И результаты проверит преподаватель учебного центра «Фаворит» Наталья Ленских. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, на который вы ответили, был: какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам? И вы дали правильный ответ. Действительно, это автобусы, троллейбусы, трамваи, используемые при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа, движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. Это был правильный ответ. Отлично. Следующий вопрос. До какого места действуют требования данного знака? И вы также дали правильный ответ. До места установки знака конец зоны с ограничениями максимальной скорости. Третий вопрос был: обязаны ли вы в данной ситуации подать сигнал правого поворота? Конечно, в данной ситуации вы перестраиваетесь, и вы обязаны подать сигнал поворота. Это был правильный ответ. Обязаны ли вы при повороте направо уступить дорогу автомобилю, выполняющему разворот? Игорь, здесь вы ошиблись. Очень часто наши водители вот данную дорожную ситуацию разбирают по помехе справа, так же, как и вы. Но к правилу помехи справа мы обращаемся только в том случае, если траектория движения ТС пересекаются, а очередность проезда не оговорена правилами. Данная же ситуация правилами дорожного движения оговорена четко. При движении под дополнительную секцию, включенную одновременно с запрещающим сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу. Вы двигаетесь под дополнительную секцию, включенную одновременно с запрещающим сигналом светофора. Вы должны были уступить. Понял, да. А у того водителя зеленый, то есть разрешающий Да, знак. абсолютно верно. У того водителя основной зеленый сигнал, а у вас все-таки красный зеленый. Запомним. Спасибо. В случае остановки на подъеме-спуске при наличии тротуара можно предотвратить самопроизвольное скатывание автомобиля, повернув его передние колеса в положение. Я дам вам подсказку насчет этих знаков.
Мы пишем и читаем слева направо. Так вот, знаки мы читаем тоже слева направо. Что получается? Ну, Что за знак? на подъем же. Конечно. Да. Слева направо смотрите на знаки, и вы правильно рассуждали, дали да. правильный ответ. Я думаю, я Теперь, я неправильно. думаю, вы не будете путать, как читать как пишем, дорожные здорово. знаки. Да, Да. спасибо, отличная подсказка. Какие из указанных знаков разрешают движение грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн? Игорь, вы дали правильный ответ, но неправильно немножко рассуждали. Первый знак А. Это дорога для автомобилей. Это дорога, на которой действуют правила, такие же, как на автомагистрали. Знак Б. Запрещает движение всех транспортных средств в данном направлении. На инвалидов этот знак также распространяется. И знак В действительно запрещает движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн. Но ваш ответ был правильный. Иногда лучше молчать, чем говорить. Да? Это этот случай. В каком из указанных мест вам разрешено пересечь сплошную линию разметки и остановиться? Сплошную линию разметки, обозначающую край проезжей части, можно пересекать для остановки и стоянки на обочине в местах, где не запрещена остановка или стоянка. В данном месте не запрещена с правой стороны, соответственно, Б. Должны ли вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте? Конечно, должны. Это был правильный ответ. Можно ли вам развернуться в этом месте? В этом месте развернуться можно. Вы дали правильный ответ. В данной ситуации вы, конечно, должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на подъем. Преимущество всегда дают тому, кому тяжело. Подниматься тяжело. Вы дали правильный ответ. Результат Две неплохой. Вы ошиблись на одном вопросе. На этом вопросе очень часто ошибаются. И я надеюсь, что после этой передачи вы уже запомню, будете конечно, точно знать это правило. И больше такой ошибки не допустите. Я рада, что это произошло в студии, а не на дороге. Да, согласен. Всем участникам дорожного движения я желаю повторять правила дорожного движения, двигаться безаварийно, быть внимательными на дороге. Вот и подошла к концу наша телепередача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и до новых встреч в эфире.